Всем привет! Сегодня у нас в гостях Хайом Рахмонов. Встречайте, Рахмонов Хайом, город Душанбе, город Санкт-Петербург. Давайте, поддержим, что вы там? Я часто смотрю индийские фильмы. Недавно я смотрел такой момент. Пуля попала в лоб мужика, и он не умер. Он расстроился из-за того, что... Здравствуйте. Здравствуйте. Было представление в духе «Пока все дома». Сегодня у нас такое-то так, сколько сушек ты за день кушаешь? Типа такое. Как ты? Да, плохо. Из-за стендапа, да? Да, все плохо на самом деле. Я очень грустный. Грустным стал очень. Грустным стал очень. У нас... Я и так был загруженным и стал. Я был очень замкнутым, как грустным. Но сейчас я уже 3 месяца в Таджикистане, я прям. Ты смотри, мы с тобой знакомы с 2017-го, да, получается? Да, Я когда увидел да. твое выступление на Funny Stuff, Да, ты писал я ВКонтакте, написал там тебе зеленый фонарик или что-то. у меня Как не... там аккаунт называл? У меня аккаунт назывался тогда Тарантул Вассермана. Тарантул Вассермана я тогда назвал. Да. И я тебе тогда написал, я помню. Я тогда офигел вообще, что еще кто-то таджик занимается стендапом. И когда я тебе написал, я думал, что ты уже в Душанбе будешь. Я на тот момент был в Душанбе. Вот мне интересно, как ты вообще пришел к стендапу. Потому что у меня вообще странная история того, как я пришел к стендапу. А ты когда начал заниматься? Я начал заниматься в 2016 году. Я тоже где-то в 2016 году. У меня это произошло как? Я был в Риге, и я на тот момент смотрел сериал «Луи» от Луи Сикея. Я такой думаю, почему бы не попробовать? А мне всегда было интересно вот такая какая-то форма творчества. И я пошел в Риге на открытый микрофон. Это было отвратительно. Я вышел с шуткой что «Здравствуйте, меня зовут Ардашер». Вот в метро. В метро замечали, как люди рыгают музыкально. Что-то такая какая-то шутка была. И там люди сидят такие, не понимают, что вообще происходит. И после меня выходит комик. Я такой думаю, что они все новички. Он выходит и разрывает зал полностью вообще в мясо. У меня такая депрессия тогда потом была, что, у меня вообще ничего не получается. А у тебя какой первый опыт был? С чего вообще у тебя началось? У меня... А ты до этого смотрел там какие-то стендапы? Да, я смотрел на ТНТ стендап. Потом я учился в Варшаве, когда я открыл для себя стендап-клуб номер 1. Вечер-вечер. А вечер-вечер я узнал через группу «Хлеб». Там Денис Кукаяка говорил про вечер-вечер. Я такой думаю, что такое вечер-вечер? Посмотрел, и я прям влюбился в этот. Да. И вот с того момента у меня не было уверенности, что я смогу это сделать, но было желание. А ты тогда уже хотел, да? Я уже тогда хотел, это 2015 год был. Вот у меня вообще по-другому. Я всегда смотрел там Comedy Battle, Comedy Club, все, стендапы. Но я ни разу не видел себя на сцене и не хотел. Точнее, не то, что не хотел, я не был уверен, что я могу выйти. Да. Все сидят в Инстаграме, да? В Инстаграме есть тип людей, которые добавляют фотку и пишут цитату. Я недавно увидел фотку жопы, и там была такая цитата. Не важно то, что снаружи, важно то, что внутри. Фотка жопы. И вот я смотрел потом зарубежные стендапы, у меня с другом был аккаунт All Stand-Ups, там еще не All Stand-Up, а All Stand-Ups в Инстаграме. Не помню. И мы там добавляли отрывки зарубежных стендапов. И в какой-то момент мы с другом говорим, что а может попробуем? Это вы в Питере были уже? Да, в Питере, да, мы узнали, что есть открытый микрофон, где любой желающий может выступить, и мы пошли на стендап, посмотрели. Так понравилось. Вот, то есть ты сначала пошел как гость? Как гость. Это так круто, кайф, просто выходишь и... А потом записался, но шуток у меня не было. У меня там пару примерных шуток было, и где-то на минуту.
А там надо 3 минуты. 3 минуты, да. И я, в общем, пару шуток у Айка сколько. У кого? Я не знаю, какой-то... Я думал, что он не очень популярный, оказывается, он популярный. Билбер. Руслан Белый. Там какой-то популярный, оказывается. Я 2 шутки, и, в общем, у меня получилось 3 минуты. Но я не хотел, чтобы, типа, чтобы я вышел, типа, вот, это мои шутки. Я хотел просто попробовать. Да. Я выхожу, рассказываю, у меня свои шутки заходят на ура. Ну, там про стереотипные шутки, типа. Типа таджик в России. Да, да. А вот шутки того комика не заходят. А потом я... Ну, в целом нормально было первое выступление. И я иду в гримерку, там Таня Щукина. Да, да. Ты знаешь? Она такая, вот эти шутки не твои. Я говорю, да мои. Это мои шутки. Ты Да, не и видишь, после как она- этого ни разу не было, чтобы я... Ну, потом пошло-поехало, я выступил, начал выступать. Но после этого я ни разу Не воровал. Не воровал, да. Я воровал пару раз шутки. Я воровал Стивена Райта. У него есть стендап. Полностью воровал или просто какие-то Не, идеи? какую-то идею. А. Ну не, пару раз я воровал прям конкретно шутки. Но я воровал шутки у тех, у кого я точно был уверен, что у нас в городе не знают. Я здесь выступал с ворованными шутками. Когда в Москве и в Питере я не выступал с ворованными шутками. А здесь я выступал с ворованными шутками Стивена Райта. Вот смотри, какой список. Стивен Райт, Стюарт Литтл, Стюарт Ли. Я у мышки украл шутку. Да. И Стас Старовойтов. Прикинь, какой список, да? Мы, короче, хотели делать стендап в одном пабе. И там администраторша, она сказала то, что... Ну, а я выступил со своими шутками, как пробный такой этот был. И она говорит, что что-то не очень, давай попробуешь что-то новое написать. Через 2 дня говорит. Я такой думаю, ну ты вообще, конечно, нормальная, нет? И в итоге я взял, вот у Старовойтова был спешл, я какие-то шутки оттуда украл. Они так хорошо не зашли. Это было... Ну, в стиле Старовойтова. Да, да, в стиле Старовойтова получается, да. И вот получается у меня вот такой экспириенс был. Каково вообще было выступать первый раз на русскую публику, таджику? Вот как зрители тебя приняли? Потому что, ну, ты скажи свое, потому что у меня был вообще другой опыт. Ты про свое первое выступление в Риге? Не, Или- первое выступление в Риге это или в Москве? отвратительно. В Москве мое Ну, первое я- недовыступление. На самом деле у меня первое выступление было нормальным из-за того, что ну, таджику выступать в России на самом деле легко. Да. Потому что надо зрителям в первую очередь, это внимание. Чтобы Мгм. все на тебя смотрели и слушали. А вот когда выходит таджик, они все такие слушают. А когда какой-то русский, он должен выйти, там первую шутку сказать, потом они все слушают. А когда таджик выходит, Они уже заинтригованы. да, уже... Потом надо после этого писать хорошие шутки, и все будет хорошо. И какая у тебя, получается, была фидбэк? Какой у тебя был? То есть после первого выступления что тебе сказали? Или ты со зрителями не общался после выступления? Я не общался. Ну там ребята сказали, что ну, нормально, но Типа для первого раза для неплохо. первого раза, да, нормально. Но потом дальше все шло хорошо, нормально было дальше. И было круто то, что я 2-3 месяца занимался стендап, потом был стендап-фестиваль. И вот в фестивале в фестивале было хорошо, потому что там был мани-майк почти каждый день. Я 2 раза выиграл, Ну, круто. и после этого я так вдохновился и написал еще много шуток. И в основном насчет чего ты шутил? Стереотипные шутки из-за того, что я 3 года перед тем, как первый раз я выступил, я 3 года жил в Питере, учился, и я видел, как относятся к нам, к таджикам. таджикам, да.
И вот все это накопилось, и вот то, что у меня накопилось, я рассказывал на сцене. Высмеивал это все. Да, те, кто вот говорят, что типа ты унижаешь таджиков, я не понимаю, я наоборот, я все это прожил, я все это высмеял, я шутил над стереотипами, но многие не понимают, что... То есть они думают, то, что если ты шутишь над стереотипами, то ты их поддерживаешь, а не Да, высмеиваешь. да. У тебя, я помню, очень крутая шутка есть. Она здесь не зашла, кстати, когда ты в паркинге выступал. Но я слышал ее в Питере про то, что я проложу тебе дорогу. Там, ты к девушке подошел, говоришь то, что вот... я уже дословно не помню, но то есть не убегай от меня. Ты сказал, да, я таджик, я проложу нам дорогу качественную, типа построю. Не помнишь, там шпателем что-то такое ты говорил? Нет? Нет. Может, не твоя шутка это была? Да. Я помню то, что я когда, если говорить вот о стереотипах, мне не очень нравилось насчет этого всего шутить. Но иногда у меня тоже это проскальзывало. Я помню, когда я в Питере первый раз выиграл Money Mike в вот этом гастробаре, я забыл, как это называется. Я работал в нем еще. Дэнди, да? Дэнди, да. Дэнди, вот, да. Там у меня была шутка, что-то такое, то что когда русский говорит с таджиком, то таджик автоматически говорит хозяин или что-то такое это было. Да, я помню. Да. И людям это понравилось, а я внутри какой-то дискомфорт чувствовал. Не знаю почему, у меня внутри было какое-то такое чувство, то, что я унизил что-то. Но потом, когда я сидел, анализировал это, я понял то, что в этой шутке больше показано, ну, для меня, то, что вот многие таджики не знают своих прав элементарно. Если бы они там знали свои права, то никогда бы не позволяли себе вот так кому-то с ними так общаться или обращаться. У нас же как? У нас там в метро вот едешь, видишь то, что, ну, да, ты понимаешь сразу там, парень, когда ты сам вот таджик, ты понимаешь, что вот это тоже таджик со мной едет сейчас в метро. И он выходит, когда из вагона, он видит, если там полицейского, у него сразу какой-то мандраж происходит. При том, что он не должен, по сути, это чувствовать, да? Ну, это у всех, по-моему, вот как при виде полицейских, даже у русских. Наверное, не знаю, я не замечал, просто Ну я да, старался как-то не показывать. У меня, я через это прошел, я видел, когда я вижу, я волнуюсь, не останавливает всегда проверяю. Да, потому что а они... когда ты прям на пофигу идешь, прям не обращаешь внимания, никогда не Да, останавливают. они как собаки, Даже извиняюсь. когда останавливают, ты уверенно, да. Просто говорят, что собаки страх чувствуют и нападают. Да. Вот у них как будто такой развит очень это чувство, развито. Мое первое выступление в Москве, после уже Питера, Питера говорю, Риги. В Москве я записался на Money Mike, гонг-шоу. Первое выступление. Первое самое выступление. То есть после того фиаско в Риге я вообще не выступал. Гонг-шоу — это Money Mike. Что такое Money Mike? Ты выходишь, выступаешь. Если хорошо выступаешь, то тебя берут в финал, да? И в финале ты там в онлайн или какой-то мини-блог Еще одну шутку рассказываешь, да. и зрители решают, кто выиграл деньги. А гонг-шоу там примерно такой же формат, но там, получается, тебе дается, если ты выдержал 5 минут на сцене, то и гонг не звенит, то ты автоматически проходишь в финал. И я вот записался на гонг-шоу. И я приезжаю в стендап-клуб. Там людей полно. Там люди, на которых я смотрел в интернете. Там Костя Пушкин, Эл Гусейнов, Малой, Чапарян. Еще кто-то там был. И я на них смотрю. Я такой думаю, я здесь вообще нужен, нет? И там есть гардеробная. Ты сдаешь туда вещи. Я сдаю куртку, там парень принимает, такой говорит, вы зритель? Я говорю, нет, я выступаю. Он такой, говорит, ну типа сдавай этот и иди туда. Я такой сдаю куртку, ему говорю, а как вы думаете, я неплохо сегодня выступлю? Прикинь, чуваку, который вещами, куртками занимается, я ему говорю, а как вы думаете, вот так куртку даю, такой, а как вы думаете, я неплохо сегодня выступлю? Он на меня так посмотрел.
туда иди, говорит мне. Такой, Ты туда ждал иди. от него поддержки? Я ждал от него какого-то, да, Арда, все нормально будет. А, у тебя получится. Да, у тебя все будет хорошо, не переживай. Он такой, иди туда. Я такой, блин. Я, короче, пошел вот в это место, где там комики стоят, получается, у бара. Выходит первый, а я записался еще не под своим именем. Выходит первый комик, выступает, вот как ты и сказал, там он выступает где-то около минуты, в тишину, звенит гонг, ну там музыка у них, получается, играет, он уходит. Второй, он уходит. Там третий, и я седьмой был. И доходит до седьмого, и он называет мое имя, под которым я записался. Один раз назвал, я такой стою. Второй раз назвал, я не выхожу. Он говорит, так, я говорю в третий, последний раз, если этот человек не выходит, то он самая большая в этом зале. Он третий раз называет, я не выхожу, он говорит, так, ладно, и я вот так и не выступил, получается. Я Серьезно? обосрался, да, я не выступил. И я поехал потом домой, еду в метро и такой... Бывает же вот такое после драки или после спора какого-то, ты сидишь Надо такой... было вот так. Да, надо было вот так сделать, надо было вот так сделать. Я сидел в метро, я такой думаю, вот, Арда, зря ты не вышел, ты бы выиграл там сколько призовой, 10 тысяч, 15 тысяч, что ли, что-то такое было. И вышел в метро, Ты бы, рассказал про да, ты бы, говорю, вышел про себя там, вышел вот так разложил, все прекрасно было бы. Но на деле, получается, видишь, как-то не очень. Ты сказал про фестиваль. У меня всегда было желание выступить на фестивале, но из-за низкой самооценки я никогда не записывался на фестиваль. У тебя опыт фестиваля, получается, ты дважды, да, на фестивалях выступал? Нет, 2-3, много раз. А я хотел про гонг-шоу, я тоже один раз выступал. Я прошел финал, но в финале я какую-то... В клубе это было? Да, какую-то неудачную шутку рассказал, и я не выиграл. Тогда выиграл Лука Хиникати, по-моему. Ну, там в финале, там все, ты сказал, те, кто я видел, те, кого я видел в интернете. Но я там неудачную шутку рассказал, я не знаю. Зато ты хотя бы вышел на сцену. Ты хотя бы вышел на сцену, ты до финала дошел. Ты не то, что мой максимум перевыполнил, ты, я не знаю, ты мою мечту исполнил за меня, наверное. Вот. А фестивали, получается, ты на фестивале... Фестиваль, так... Вот давай о последнем поговорим, который Блин, ты выиграл. последний. Ты же выиграл его, получается, да? Да, я решил, что это будет мой последний фестиваль, я завяжусь с комедией, Как красиво. серьезно, потому что... Подожди, ты серьезно думал уйти из да, стендапа? да. Потому что, дома все говорили, что нет, зачем занимаешься стендапом, лучше продолжай работать программистом. Я тогда еще работал программистом, я такой, надо одно выбрать, либо программирование, либо стендап. Я выбрал программирование, и я такой, выступлю в фестивале, Как пойдет? это будет последний. И там в фестивале был такой шанс, можно было попасть в съемки на ТНТ. Я не думал, что я попаду, я просто так выступил. Я еще не знал, что там есть призы, кто-то может выиграть стендап-фестиваль. И там было всего 3 приза, 3 дня. 3 дня, и каждый день по одному призу. По одному да. призу. И в первый день, первый приз — фотосессия. Нормально. Второй приз, прикинь. Второй приз съемки сольника. Уже хорошо. Я не понял, как они решали это? Я Давай, не знаю. давай, фотосессия, съемки сольника, а на этот... Ну, я думаю, самолет ему нормально, если мы ему самолет купим. Да, и третий приз — стендап-тур с одним из комиков ТНТ по России. Я, в общем, попадаю в основную, точнее, там типа отбор, все выступают в каких-то барах и смотрят редактора ТНТ. И ты можешь попасть сразу в основную сцену. В основной сцене там на улице очень много людей, где-то было, по-моему, 2000 людей. О, круто. Ты выступаешь в отборе, если норм, ты попадаешь в основную. Сразу в да. основную. Это последний день, получается. Второй день. Второй день. И я попал, и нас было где-то 10, мы попали.
Я Все из выхожу... Питера? Не, там со всей России, с России, из Казахстана. Я выхожу, очень много людей. Там перед нами еще выступили Тимур Каргинов, Руслан Белый, все. И Тимур Каргинов выходит, вообще плохо заходит, там другие тоже. Я не знал, что еще есть приз. Я выхожу. А с каким материалом Вообще ты мне вышел? пофигу, я свой лучший материал рассказал. Типа одну шутку, которая уже была на ТНТ, Мгм. я рассказал. Я выхожу, мне вообще пофиг. Когда мне вот вообще пофигу, я всегда почти хорошо захожу. Мне пофиг, я рассказываю, там очень хорошо захожу, я сам офигеваю, прям бум. Ну вот выступление, которое я на YouTube добавил. Да. Это вот мое самое лучшее выступление. И там я настолько мне было пофиг, когда я запинался, я что-то сказал, и это тоже очень Зашло хорошо. И в общем, я выиграл. Мне говорят, что ты выиграл стендап-тур с одним из комиков. Типа на разогреве у него. Да, а я решил завершить свою карьеру, да. Я не знаю, у меня такие эмоции. Я такой, вау, так круто. И в итоге ты выиграл тур с Иваном Да, Абрамовым. и я попал еще в съемки. В съемках было, в съемках, знаешь, как на самом деле, нам всем, те, кто попал в съемки, нам всем дали по 5 минут. Я готовился, я очень волнуюсь, прям, это первое такое большое выступление, стендап на ТНТ, я очень хотел попасть. Я, в общем, в конце попал в списке после Нурлана нет, перед Нурланом Сабуровым. Перед Нуром. Передо мной выступает Павел Дедищев. А, Он да, знаю. вообще в тишину выступает, потому что он бухой. Это на съемках. Да, он после пьянки, да. Он бухой, он прям с бадуна, он прям такой. И вообще не заходит. После него я должен был. И видно, что зрители уже устали. Устали. А сколько шли съемки? Ну, где-то 2 часа или... Зрители устали. Я выхожу, рассказываю свою первую шутку. Ну, первая шутка у меня, типа, хорошая. И заходит так себе. И вот в съемках, знаешь, съемки это вот отдельный опыт, потому что когда ты в барах выступаешь, ты расслабленный там. А когда ты в съемках выступаешь, ты такой, если я облажаюсь, то это все. И ты рассказываешь свою первую шутку, но при этом думаешь о второй шутке. Ты такой, как вторую шутку рассказать? Но ты рассказываешь первую шутку. И поэтому все смотрится не очень... Скомкано как-то, да. Скомкано, да. А потом после меня выходит Нурлан Сабуров, и он плохо выступил. А, да, ладно. Да. Блин, Его не показывают, вот всегда в фестивале его не показали, потому что он плохо зашел. Вот у меня было такое чувство всегда, то что Нурлан всегда... зритель лоялен очень, да, вот они приходят на съемки стендапа, и там, допустим, вот то, что ты говоришь, Павел Дедищев, у него есть своя публика уже, и он по-любому зайдет, неважно в каком состоянии. Нурлан, учитывая, какой он он Я большая тоже так стендап-звезда. И в итоге в тишину. Но ты знаешь, я же сказал, что вот почему таджикам легко, потому что когда ты выходишь, все слушают тебя, вот им тоже легко, потому что вот они выходят, все вау, и слушают, а потом первая шутка, возможно, он что-то комментирует у тебя уже, и все смеются. А потом дальше, если шутка не смешная, то там кто-то смеется, но а так, если шутка не смешная, не будут смеяться. Неважно, кто ты. Разница в юморе вот какая? Потому что вот у меня материалы, я стараюсь писать какие-то очень иногда странные материалы. У меня раньше так было, пока я не поговорил, точнее со мной не поговорил Оскар, ты знаешь его, и он сказал то, что у тебя мысли крутые, но шуток в них нет. Ты как будто выходишь на сцену и говоришь мысль, и просто делишься ею. Я такой задумался на самом деле, потому что у меня выступления строились очень часто на том, что я выхожу и говорю какую-то очень интересную мысль для себя. Люди, то есть ее не понимают, и я злиться от этого начинаю. То есть я начинаю материться, начинаю со зрителями спорить и так далее. И в какой-то момент я для себя нашел какой-то баланс. Вот тема, которая мне нравится. Я очень люблю шутить про смерть. Я обожаю шутить про смерть. Про смерть, про, не знаю, какие-то вот такие вещи большие для меня.
И находить в этом какой-то вот... Мне кажется, идеальным примером будет это вот то, что я у тебя на микрофоне выступал здесь, в паркинге, про коридоры, когда я шутил, или про баунти. То есть мне нравится и мысль, и она ведет хоть к какой-то шутке, да? То есть я потом как-то подстроился все равно все равно стендап ты должен веселить. Ты можешь выходить, говорить свои мысли, но, пожалуйста, будь добр, удели время смеху тоже, да? Да. То есть я как-то начал работать над своим материалом, а до этого у меня было такое отношение, то, что стендап я король. Я выхожу, говорю все, что хочу, зрители тупые, раз они не понимают. Потом я понял, то, что это я дурак, а зрители хуже меня. Но, не, ладно. Ну да, я как-то поменялся в этом плане. У тебя? У вас, знаешь, вот у GVC, у вас материал такой... Ну вот знаешь, у меня такое мнение, что у меня вот тоже есть такие мысли, как у тебя, но я понимаю, что я пока не готов для таких мыслей. Мне надо еще выступать, чтобы я как-то, ну чтобы сформулировал правильно, во-первых. Нет, да. Нормально. Ты как этот Харви Дент в Бэтмене, да, нет? Да нет, да. Ну, я в плане того, что, ну, чтобы уже был какой-то опыт. Сейчас уже появляются какие-то шутки. Я думаю, что постепенно надо вот по темам. Типа По тем глубже. Да. Пока так, шутки такие простые. И постепенно надо глубже. Ну, а ты не устаешь от них? Устаю. Ну вот, допустим, вот та же тема таджика в России, да? Вот Я эти уже стереотипы, перестал. которые бы... Ну вот когда были они у тебя, они же очень хорошо заходили. Да, очень хорошо. То есть в какой-то момент ты ловишь кайф от этого, понятное дело, потому что они очень хорошо заходят. А потом уже, А потом уже ты устаешь, но все равно как будто внутри у тебя чувство долга, то, что ты должен рассмешить, и ты обратно возвращаешься к этому материалу, от которого ты устал. Мгм. Ну вот, у меня, знаешь, как было, я рассказывал стереотипные шутки, они всегда заходили, а потом другие шутки я тоже рассказывал, и они либо не заходили, либо плохо заходили. Мгм. И я поэтому начал рассказывать в основном стереотипные шутки. А как ты потом боролся с тем, что вот из зоны комфорта, чтобы выйти? Но потом я постепенно перестал рассказывать стереотипные шутки, а вот в открытых микрофонах. Там очень редко, знаешь, я рассказываю там свои мысли о чем-то, заходит такси, а потом какая-то там мини-стереотипная шутка, и это Все, да, угли вверх, и это да. ты такой, серьезно? Да, Вы этого ждали? да. Я так стараюсь вам рассказывать. Да. Я говорю, там просто вот что-то там. У Ты меня- говоришь, ремонт. И все такое. У меня было здесь, в Таджикистане. Вот я о чем хочу с тобой поговорить. Я выступаю на русском языке, потому что я таджикский не очень хорошо знаю, я вот поэтому выступаю на русском языке. И когда здесь был ну вот ты выступал у них, я не буду называть... Шоми Душанбе? Ты там назвал, да. Шоми Худжант? Да, Шоми Шоми Худжан. Худжант. Шоми Худжан проводили как типа кастинг в The Place. Ты не смотрел, да, это видео? Я смотрел. Посмотрел? Да. Там я выступал самый последний. Передо мной выступали ребята из DVC, то есть Фира, Оскар, Низор. Потом выступал Азамат, парень один. Мусагали? Да, Азамат Мусагалиев, да. Он приехал. Не будем продолжать. Да, он выступил с матом, прям на русском, с таким вкусным, мы говорили да. сейчас об этом, вкусным, отвратительным матом. Он вышел один человек, бармен, он рассказывал про то, как круто он делает коктейли. Мне кажется, он просто там... А он записался или он такой, я тоже могу? Не, он записался. И потом передо мной, предпоследний, выходит парень на таджикском. Все, что было до этого на русском, почти в тишину зашло. Очень редко был смех. А на таджикском? А на таджикском он выходит и просто говорит «Салам алейкум», и зал взрывается. Просто овации.
вот такие хлопки пошли и так далее. И мне так обидно стало. То есть я потом выхожу на своем выступлении и говорю, вот вам достаточно услышать там курутоп или что-нибудь такое, вы сразу взрываетесь. Вы не цените шуток. Я начал их учить, короче, жизни. Вы не цените шуток, вы не цените труд. Как вы можете что-то говорить такое? У меня вот эта обида есть внутри. Не то, что обида, знаешь, а какая-то жестокость к зрителю вот, в Таджикистане. Да, потому что им нужно вот что-то вот такое вот. Дайте мне вот что-нибудь легкое, я чуть-чуть похихикаю и уйду. Да. Это я хотел поговорить. Блин, я вот 3 раза выступил здесь за эти 3 месяца. Знаешь, тут вообще не кайфую из-за того, что вот люди не поддерживают. Да. Вот в паркинге мы выступили, там все было бесплатно, всех позвали, так старались. И в конце что было? Все просто проходят, никто даже не говорит, что спасибо. Да. Я не жду это, я не прошу, просто, блин, ты так стараешься, а потом они ничего, нету какого-то фидбэка, ничего не говорят, как будто ты должен им просто это, да, и все. Да. А вот в Питере, в других местах, вот кайф, в чем кайф стендапа, то что вот мы даже выступали в деревне под Питером, да. Серьезно, мы выступили, там как было? Это платка была. Да, концерт был, в деревне нас позвали. Круто. Сколько заплатили тебе? Тебе дровами заплатили? Нет, сам пошли. Нормально. Серьезно, там наш друг, он сказал, что вы просто выступите, и мы пойдем в сауну там за наш счет. Не в сауну, а в баню, да, в баню. Ну это большая разница, да. Да. Мы пойдем в баню, В баню, попаримся, да, все попаримся, нормально. всё, да, все. И вот мы выступаем и ждем зрителей, приходят где-то 5 человек, а не где-то 10. Мы такие, блин, а где другие? А потом приходят где-то 10 бабушек. Мы такие, блин, они же... Серию прям бабушки. Да, бабушка, они такие веселые. Они ну сейчас я Да. на Петросяна Да. посмотрю. Мы такие, блин, они же не поймут наши шутки. И с чем ты там выступал? Ты то есть... Стереотипные шутки. Да. ну, я имею в виду, там, как-то сглаживал угол. А у тебя мата нет в материале, да, кстати? Ну, у меня мало есть. Мало, Мы были там, да. были. И ты прям вот с этим... Да, да. И прикинь, больше всех реагировали бабушки. Да ладно. Да. Они смеялись, а потом после выступления они подошли, поблагодарили. Вот круто то, что они после выступления, они даже заплатили за билет, они подходят, там сфотографируются, говорят, что спасибо, было круто, приходите еще. А вот здесь я 3 раза выступил в паркинге, никто не Не говорит, сфотографировался со что... мной. Да, так обидно. Там мне фотосессию предлагали за Нет, я один. на самом деле не жду, просто когда Мотивация пропадает. мотивация пропадает, когда благодарят, там говорят, что что-то было хорошо, что-то нет, ты понимаешь, что это все не зря. Да. А здесь ты понимаешь, что все это зря. Да, я больше тебя в Душанбе выступал. Получается, я только здесь, по сути, так Еще выступал. кое-что скажу, потом ты... Да. И в Шоме Душанбе я выступил перед Шоме звездами. Худжант, Шоме да. Худжант, перед звездами. Я выхожу, рассказываю свою первую шутку, и никто не понимает. Потом вторую шутку, там кто-то посмеялся. Еще третью шутку рассказываю, никто. И мне самому так смешно стало из-за того, что я делаю. А потом в конце нормально было. Ну вот то, что я выступил в стендап-туре, Да, с Абрамовым, это да. такой опыт, когда Сколько ты... городов было? 13 городов. Блин, круто. Для меня это такой опыт. Знаешь, когда ты выступаешь, ты понимаешь, что ты должен сейчас выйти и А там сколько? Там тысячные, да, получается? Да, 1000, максимально было в Питере 2000. Блин, класс. И ты выступаешь, и ты понимаешь, что они все ждут Абрамова, а не тебя. Ты должен прям... Доказать, что Так, ты здесь по делу, да? И вот из-за этого я набрал такого опыта, когда какая-то шутка не заходит, ты не должен расстраиваться и продавливать. И вот с Шоме Душанбе я продавил, и в конце получилось нормально. Мгм. Последние 2 шутки хорошо было. И я ждал, что там какая-то звезда или
ну, скажет, что молодец, типа, молодец, что тут наш таджик. Или в сторисе добавить, что, как бы, что, типа, занимается стендапом. Никто ничего не сказал, как будто я просто так выступил и все. Но подошла парочка, русская парочка. Они пришли на шоу, где в основном на таджикском. И они говорят, что мы видели в сторисе, что То, что ты там выступаешь, будешь. да. И они заплатили 250 самому за то, Охренеть. чтобы прийти. Но они сказали, что нам очень понравилось твои шутки. Вот это круто. У нас как будто боятся проявить какие-то эмоции. Да, кстати, да, как будто, знаешь, как будто для них Западло какое-то, да. зашквар, типа, подойти, сказать, что, типа, спасибо, но... Ну, мне пару раз подходили после выступления, говорили есть, то, что есть да. ребята, Но которые... в основном это знакомые твои. Да, знакомые, Да. либо те, кто уже были... Несколько за раз уже рубежом, приходили, за да. рубежом, Или которые, да. У нас, не знаю, мне кажется, то, что просто то, что вот не фотографируется, ну, это условности, Это конечно, условности, да, да, но как, если сравнивать индустрию, да, то, что не фотографируется, ничто не говорят, не пишут об этом, просто потому что зритель сам не привык к этому. А у нас получается тут такая тупиковая ситуация, потому что комик выходит, выступает, он видит то, что зритель не очень реагирует, он после этого закрывается, то есть становится более злым на зрителя, а зритель видит эту злость и тоже, получается, как-то начинает оценивать комика. И тут такая получается ситуация, то, что комик злой, зритель тоже с негативом относится, и друг друга вот так никак ни комик, ни зритель нормально не найдет у нас в городе. То есть, если бы, допустим, подходили зрители и говорили то, что вот это было круто, и тебе мотивация, лучше стараться, чтобы как минимум этого же человека еще сильнее рассмешить. И со временем, то есть вот так у нас бы и росло, и качество зрителя росло бы, и качество комиков росло бы. Но у нас получается, что все на одном месте вот так стоит и никак вверх не идет. Да. У меня была ситуация, когда вот здесь у нас в городе я выступал, и на моем выступлении, во время моего выступления кто-то говорит: блин, а вот смотришь российских комиков, разрыв. Я говорю, ну вы помимо того, что вы смотрите на комиков, вы посмотрите, как зритель себя ведет. То есть комик приходит к зрителю, чтобы рассмешить его, а не чтобы завоевать его. В плане, у нас здесь как? У нас ты должен бороться для того, чтобы рассмешить. Там зритель уже приходит расслабленный. И он уже оценит, смешно, не смешно, это уже каждого свой вкус. А здесь у нас качество зрителя хромает очень. Проблема в том, что они вот не видят нижнюю часть айсберга. Вот, допустим, вот они видят, что только хорошее, они не понимают то, что они много раз выступают с одним и тем же материалом, Да. проверяют, они тоже плохо выступают, но это они не видят. Они видят только хорошее Да. и думают, что всегда они хорошо выступают. Я тоже так думал. И вот просто надо показать им, что Вот этот надо путь показать весь. плохое выступление Да. этих комиков. Надо найти интернет, сказать: вот, Нурлан Сабуров обосрался. Да. Это нормально, это хорошо. После того, как ты перестал на стереотипные шутки шутить, каково тебе было вот этот период, когда ты от этого потихоньку отходишь в сторону более других мыслей, да? У тебя же по-любому был период, когда ты в тишину заходил. Да всегда, часто бывает, что в тишину выступаю. Но когда я перестал шутить над стереотипными шутками, уже реакция стала намного меньше. Ну, не намного, но меньше, но всегда я же говорю, что когда какая-то стереотипная шутка бывает, и все, Да. все хорошо реагируют. Но уже стало лучше. Сейчас, вот 3 месяца я занимаюсь самокопанием, я анализирую свою подачу, как надо, как писать. Я, кстати, недавно нашел курс на английском, там чувак рассказывает, как писать шутки.
ну, не прям как Джуди Джуди Картер, Картер. но там, типа, объясняется, типа, почему люди смеются, из-за чего это происходит, как Выстроить напи- шутку. Да, там говорится про процесс, типа, ну вот у меня проблема в том, что когда я пишу что-то, я всегда там расстроена, типа, надо вот так, блин, нет, вот так. И там объясняется, что надо всегда игриво относиться. Типа, всегда, типа, вот так. На веселе быть. На веселе, да. Ну это же лично, то есть это что-то такое, то что если ты в жизни не такой, то тебе тяжело быть таким на сцене. Нет, я про процесс написания шуток. Я думал, окей, Я я про понял. процесс написания шуток, потому что у меня это у многих проблем. У меня вот, я такой, блин, нечего писать вот так. А вот когда ты весело, там, процесс у тебя веселый, всегда, неважно, какая это шутка, ты должен это написать до конца. Прям. А потом выходишь, рассказываешь, и все получится. И просто надо много писать. Там говорится, что надо много. А когда ты думаешь, что, блин, а может это не смешно, а нет, это уже Ты то так плохо. тренируешься, Да, получается, когда если много у тебя есть пишешь. какие-то свои правила, Да. это У уже меня проблема. у меня был период, я писал каждый день по 10 минут, наверное, материала. И потом на следующий день я когда это перечитывал, там оставалось максимум там минута. То есть, я вот так пытался тренироваться, и в какой-то момент из-за того, что здесь негде выступать, иногда у меня было чувство, что я и хорошие вещи могу убрать. Или наоборот, плохую вещь оставить, а хорошую как-то это. Какая последний заход, о котором ты подумал? Такой, какой-нибудь, который тебе нравится, но ты его еще не этот. Не этот ты его. Заход у меня, ну вот я же сказал, что я очень хочу попасть в проект Outside Stand Up. Да. Посмотрите, новый проект очень хороший. Я написал там про свою семью. Ну вот у меня про то, что я вспомнил, я жил без отца, и я вспомнил, что моя мама как-то раз сказала, что я для вас и мать, и отец. Мгм. Я вот сейчас понимаю, что это круто звучит, да? И моя мама всегда хотела, чтобы еще у нее была дочь. Я подумал, что а что если я скажу, что мама, я для тебя и сын, и дочь? Дочь. Это же не Хорошо. так круто звучит, да? Это да, Это как будто ты не определился в жизни, да? Да, это как будто какие-то вопросы к тебе Да. потом. В смысле и сын, и дочь, да? Да. Что ты? Ну вот про это у меня там про отца. Еще про то, что я часто думал, что я приемный. Про то, что приемный. Ну, ты- Еще меня назвали негром в детстве. Вот. Почти все негром называли. И мне было обидно, потому что я не негр, я афроамериканец. Нормально. Да. Ну, то есть ты ушел в более такие личные для тебя Да. темы. Это круто. Это круто. Я не знаю, видно, нет? Я в носках Рика и Морти. Мгм. И я понял для себя то, что для того, чтобы надеть такие носки, я совершаю огромный подвиг. Потому что я рос в то время, когда вот все носили черные носки. Какой-то был период, когда все перешли на вот эти белые короткие носки, за них били. У меня были, я один раз надел вот эти белые короткие носки, мне так прилетело. Меня как От только кого? не обзывали. Ну, друзья, одноклассники и так далее. И вот мне сейчас 20 лет, я надеваю вот эти носки, и я понимаю то, что ну я охренеть какой подвиг совершил. Но я выхожу на улицу, и я вижу 15-летних подростков, у которых не то, что вот такие носки там черные с каким-то принтом, у них там принт это уже сам носок. Как будто такое ощущение, что они плакат на ногу натягивают. И они спокойно с этим идут. И вот мне так обидно иногда становится. То, что для них это что-то нормальное. Типа это для них это пойду выброшу мусор. А для меня это пачка сигарет. И потом натягивание носков для того, чтобы я такой, блин, да, я смогу Да, сегодня тебе это обидно сделать. то, что они не прошли через это, все это. Да, И это вот, сразу, это да. вот, знаешь, такая тема, когда ты раньше было А лучше. вот в наше время. Да. Это вот Тебе сколько лет? 20. Ты уже говоришь, а вот в наше время. Да. Думаешь, Мне получается, у нас
это как дедовщина такая, ты должен заслужить Да, это. да. И это плохо на самом деле, это плохо. А вот если задуматься вот так глобально, нужен ли нам вообще стендап в Таджикистане? Зачем он нам? Что он дает обществу? Ну, я думаю, нужен, но пока зрители, да, не понимают, они сразу хотят мяса, но сначала надо немножко овощи попробовать. То есть ты считаешь, что все равно здесь главную роль играет зритель? Ну да, просто должен же быть какой-то контакт с зрителем. Если нету контакта, тогда это все зря. Но стендап, да, нужен, потому что зрители, вот многие думают, что стендап это просто шутки. Ты просто выходишь, какой-то шутки. Но на самом деле это мысли. Стендап это мысли. Да. А мысли это жизнь. А жизнь прекрасна. Великолепно. Стендап прям. это жизнь, на самом деле. И у стендапа есть разные направления. Во-первых, тебя узнают. Ты становишься популярным. Ты можешь записывать свой подкаст, снимать свой сериал. Многие вот зарубежные точнее актеры, они почти все начинали со стендапа. Или те, кто late-night шоу ведут. Да. Очень много направлений этого стендапа. Ты раскрываешься, можно сказать. Вот ты замкнутый, да, очень? Я не тоже очень, да. замкнутый. Я не представлял, что я могу выступить. И после того, как я начал заниматься стендапом, у меня много чего в жизни стало лучше. Я сам стал лучше. И я был очень замкнутым. Я сидел с друзьями, и вот они все разговаривают, и я просто слушал и ничего не говорил. А сейчас тоже так же, но... Я уже хотя бы, Я да. уже, да. Я и здороваюсь хотя бы. Я не просто подсаживаюсь к ним. Нормально. У меня по-другому. Во мне стендап развил больше закрытость еще сильнее. Из-за с моей же ошибки, то, что мы вначале говорили, из-за материала. У меня также, но я много чего начал понимать. Точнее, у меня были очень огромные проблемы с самооценкой. Ну, у меня вроде в школе все шло хорошо, я получал пятерки, но я думал, что, никто этой жизни у меня все получается, но я думаю, что нет, не получается. А сейчас я все понимаю, все понимаю. Трезво себя оцениваешь. Да, я оцениваю все хорошо. Но я все еще замкнутый. То есть... я в основном замкнут, но я могу сейчас, допустим, сидеть и прям с кем-то на любые темы общаться, но в основном я не хочу этого. Почему? Но я могу. Но раньше я не мог. А сейчас я могу, но я не хочу. А почему это? Ну, почему вот ты сейчас этим не пользуешься, скажем так? Ты умеешь, но... Я пользуюсь, я иногда там общаюсь, но мне не хочется особо. Мне больше хочется на сцене все это рассказывать, все свои мысли. Да, говорю. Вот стендап, я очень люблю стендап, потому что там я могу все что угодно рассказывать и от этого кайфовать. А вот в жизни я не кайфую, я могу кому-то рассказывать и не кайфую, а вот на сцене кайфую. Ну, ты видишь, говоришь о стендапе с точки зрения себя. В плане, как будто стендап важнее для комика. Но вот если брать целое общество, вот социум, да, наш, зачем нам стендап? У меня ответ на это для себя личный, то, что стендап, как и любое другое творчество, помогает развиваться людям. То есть, если ты комик, то у тебя еще острее работает аналитическое мышление. Ты все подвергаешь сомнению, какую-то информацию, какой-то факт, какую-то шутку, да? То есть ты со всех сторон смотришь, чтобы найти шутку, но тем же самым, пока ты ищешь шутку, ты там разобрался, это не то. Тут разобрался, это не то. И в итоге к чему-то приходишь, да? Зрителю это помогает с той точки зрения, что он что-то новое для себя узнает.
либо наоборот комик говорит те вещи, которые резонируют со зрителем, близки ему, да? Да, То есть тут обе стороны выигрыши. да. Общество Да, развивается вместе с мыслью. Но нужно ли оно нам здесь, в Душанбе? Вот просто иногда возникает у меня ощущение, что для Душанбе, я именно говорю об обществе, да, о людях, то, что для них есть определенные правила, определенная догма, по ней надо следовать, и ничего нового нам не надо, пожалуйста. То есть, Это главная проблема наша. да, да, то есть ты сидишь такой, пытаешься сказать какую-то новую мысль, к примеру, о той же, там, я не знаю, смерти, или там об абортах, или даже когда ты высмеиваешь стереотипы. Вот то, что ты и говоришь, ты высмеиваешь стереотипы, а люди думают, что ты высмеиваешь человека. Хотя ты наоборот, вот высмеивая эти стереотипы, показываешь, что вы говорите, что мы все там на этот, но я вот перед вами на сцене, и вы смеетесь от этого. А я на стройке не был. То есть вот как будто людям здесь нужно... Я никого не хочу обидеть, а возможно и хочу, но как будто людям здесь нужно вот такое поверхностное, то есть шутки с акцентом. Я говорю на худжанском, ты на кулябском, мы друг друга не понимаем, от этого комическая ситуация, и люди ржут. Итог. Цените искусство, любите людей. Да. Да, спасибо. Всем спасибо.